Неожиданная посылка. Кирпичи вместо желанного двигателя получил 46-летний ядринец, заказав по интернету запчасть для своего автомобиля. Об этом инциденте, который приключился с жителем республики, мы рассказывали в конце декабря прошлого года. На минувшей неделе сотрудникам Управления уголовного розыска удалось разыскать афериста и доставить его в республику. Подробности у Егора Алексеева. Где и кем вы работаете? Чем зарабатываете себе на жизнь? Работаю по отделке квартир, строительства. У вас официальный заработок? Нет. Правоохранители полагают, что ремонт квартир для 29-летнего уроженца Ивановской области был не единственным источником дохода. Мужчину подозревают в совершении мошенничества, на уловку которого попал один из жителей города Ядрин. Потерпевший хотел приобрести двигатель для своей машины. Подходящую модель двигателя потерпевший нашел на одном из сайтов купли-продажи. При общении с интернет-продавцом у мужчины никаких подозрений не возникло. Поэтому он решил перечислить и стоимость товара, и его доставку. Вместе вышло около 27 тысяч рублей. Однако то, что он получил за эти деньги, оказалось полной неожиданностью для него. Целый ящик кирпичей, запакованных в мешки. Таким стал итог общения с сомнительным интернет-продавцом для 47-летнего ядринца. Об обмане мужчина незамедлительно сообщил в полицию. В ходе оперативно-розыскного мероприятия личность злоумышленника была установлена. Сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по Чувашской республике была организована служебная командировка в Ярославскую область, где подозреваемый был задержан. В настоящее время мужчина находится под арестом, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. А что поспособствовало совершению данного мошенничества? В деньгах, то есть, немного не хватало денег. Это далеко не первый случай, когда чувашские полицейские раскрывают преступления, связанные с аферой при покупке автозапчастей. В конце прошлого года стражи порядка доставили из подмосковной Балашихи нескольких мужчин, которые организовали интернет-магазин, где шла продажа и вовсе несуществующих деталей. В настоящее время расследование обоих уголовных дел продолжается, устанавливаются потерпевшие. МВД по Чувашии рекомендует не перечислять деньги незнакомцам, размещающим объявления в интернете. Оплачивайте товар только после его получения.